Esenmisiz? Narsa, sog'indingizmi? Men de sog'inib bitdim YouTube'imni. Allohga shukr, bugun internet kelib chiqdi degan kebek sim kartam keldi почтадан. Вот, и воткнул сим-карту. И сегодня попробуем, так сказать, этой сим-картой поработать с вами. Ну, наш сайт регламента. Ассаламу алейкум рахматуллах баракату. Сейчас сообщу везде по ютубам. Сейчас я начал, скажу. Вот. Бір телефон дайында. Как обычно, слабенький. Этот будет у меня Wi-Fi. Тоже он теряется, то приходит, то уходит. Вот. И заряжается. Будем смотреть, читать. Тему эфира я не обозначил, потому что меня давно не было. Поговорим обо всем. Вчера я 4 часа вел в ТикТоке. Ну, человек 15 только там сидело, поэтому сегодня, надеюсь, мы побольше посидим. Вот, хазер сегодня уже тикток-микток не включится, ничего не включится, потому что сим-карта только здесь, и на двух телефонах вот этот местный дурацкий Wi-Fi. Поэтому сейчас я попробую найти себя в интернете и закинуть в Telegram, дам сообщение. Конечно, время позднее, 3 часа ночи, ну, что поделаешь, жизнь такая. Поздно вышел, потому что я думал, где выходить. В итоге решил этот у себя в комнате отдыхать. Так. Ну, что везде сейчас идет переговор, спецэфир, встреча Зеленского с Трампом во Флориде, короче. Вот эта тема вся идет везде. Это прожевывают прям. Эфиры идут сейчас прям. Ну, как бы это, по идее, как бы ничего такого там нету. Закончится война, не закончится война. От этого нам ни холодно, ни жарко, как говорится. Башкортостан азатлыгы мынардан, как говорится, азат болып қалмай. Вот поэтому как бы сейчас я закину. Эфир начал. Вот. Ну, все спят, наверное. Как-то так. Поэтому сегодня хотел бы, давно я на эфир не выходил. О, салям всем, 17 человек. Хотел поговорить о том, что происходит вообще в России. А то очень много всякого понаслушал я сегодня. Вот этих я не слушал. Разговор о нищенской России, так сказать. Народ, как говорится, обнищал и так далее. Мне как бы люди передают. Поэтому как бы хотелось бы сейчас про это чуть-чуть пройтись. Вот, как раз таки чудовищная статистика для Кремля. Пошли дефолты компании. Вот. Делимобиль дефолт. Получается, все какие-то фирмы начали накрываться пиздой в России. Давайте послушаем чуть-чуть вот этого чувака, финансиста, у Майкла Наки. Ну что, привет, Владимир. Давай обсудим, что произошло за минувшую неделю, да и в принципе, наверное, подобьем какие-то итоги года, как-никак последний выпуск у нас в этом году. Когда развалится российская экономика, что происходит, расскажи, пожалуйста, мне и нашим. Да, пиздец. Всем привет, видите, долгий этот процесс, так по чуть-чуть приходится выдавливать по капле из нее окончательный развал. На самом деле, О, кто такие тут? Конечно, стоит поговорить Всем о свежих привет, данных, привет. прям очень плохая статистика на этой неделе. Во-первых, Сургут, салям. то есть, как и ожидалось, Откуда? помнишь, вот
последние две Мы из недели. Мы это Европы. обсуждали, что, скорее всего, какая-то временная пауза в недельной инфляции. 0,2% вот можете на графике увидеть, все вернулось в обычную совершенно историю. Инфляция остается высокой, Ну, потом почти, почитаем всякие скажем, новости, что выглядит так, происходит как там. давно даже не было, почти 2,5% недельного роста. Ну, то есть это тоже довольно предсказуемая история, что в связи с опять плохим урожаем овощей, скорее всего, нас ждет зимняя гонка цен на овощи. Но там не только в овощах дело. Мы знаем, что основная причина роста цен – это дикий вброс бюджетных денег, дефициты, которые закрывают по вот этой эмиссионной схеме финансирования банков ЦБ через репо. Кстати говоря, новый рекорд поставлен на этой неделе 3,63 триллиона рублей, то есть почти 4 триллиона в неделю они уже выдают банкам через репо. Ну и вот это стало основным наполнением. Вот Минфин подвел итоги по аукционам по УФЗ. Больше 8 триллионов Татарстан. они через УФЗ подняли. Салам Из алейкум. этого больше четверти взяли госбанки по схеме репо. Самый такой пиковый аукцион там был в ноябре, помните, когда они 2 триллиона в Ну, неделю что-то я его при вас банки. слушаю, как бы. Но в целом видно, Ну, что это больно эмиссионная что-то схема. неинтересная тема, короче. Начались дефолты, вся херня, но что-то не так уж интересно, потому что это больно, знаете, как-то вот статистически и все такое. А мы как бы привыкли, мы же из аула, поэтому будем говорить на своем языке, блядь, а не на языке каких-то финансистов. Поэтому, Туванлар, что я хочу сказать. Ну, давно меня не было, потому что у меня интернета не было, как я его говорил. Wi-Fi не тянет, вот, поэтому как бы я сидел на ТикТоке постоянно. Вот, если у кого есть ТикТок, на ТикТок тоже подпишитесь на всякий случай, чтобы этот, так сказать, чтобы этот, так сказать, эфирить нужен интернет мощный, а Wi-Fi не ловил, поэтому я постоянно в ТикТоке бываю. Если вдруг что, я, если что, в ТикТоке, если у вас ТикТок открывает. И если кому время есть, можете отписаться в комментариях вообще. Реально, да, вот я в Телеграм звонил на днях, на Телеграм, и на Телеграм не могу дозвониться, короче, в Рашку. Короче, не работает Телеграм, ТикТок не работает. Ну вот вообще нереально открыть, да, ничего из этих, получается, программ. Удивительно. То есть все говорят, как-то что-то не верилось мне. Так, давайте мы лучше пройдемся по Башкортостану, потому что тема все-таки у нас независимость Башкортостана с Татарстаном, поэтому меня в тот раз как бы мои телеграм эти блокируются постоянно номера, и приходится постоянно новые открывать. И вот недавно я на днях подписался на Куштау. Вчера в ТикТоке тоже чуть-чуть прочитывал про про Куштау Байрам. И там более интересные новости, так сказать. Поэтому давайте пройдемся по этим новостям. Сейчас. Просто все на зарядке я держу. Садятся батарейки. Так. И начнем давайте вот с этой фигни. Потому что сегодня была такая интересная дискуссия у меня. Присяду к вам ближе. Что-то я далеко постану, потому что зарядки не хватает у меня. Что я хотел сказать. Сегодня был разговор с человеком каким-то, ну, так сказать, нечаянным образом, из Челябинска. Ну, как говорится, скажем так. Человек конкретный манкурт, вроде бы нация башкорт, точно не помню, но вроде бы человек сказал, типа, у башкортинда, короче. Ну, так сказать, не будем говорить, что это женщина или мужчина, но скажем уж конкретно, что это была женщина, так сказать, девушка, чтобы конкретно прояснить ситуацию. И девушка говорит мне как бы просто вот спонтанно,
когда она узнает, что я из Европы, говорит, я все, типа, я предатель, вся херня, короче, и всякая-всякая там фигня, короче, понаговорила. И вот как раз-таки к нему, к ней, точнее, такой ответ увидел в этом Куштар Байраме. Удивительный просто человек. И сказал как раз таки про это. Вот я этот видосик отправил ей тоже, чтобы она вкуривала. И она мне тоже написала: нет, я, говорит, не вкуриваю в это. Получается, до такой степени люди в этой пидорасии до такой степени заманкуртились, что мне аж противно стало, блядь, вообще, зачем я, блядь, переписался с этим человеком. Мне херово стало, блин. И самое интересное, она говорит, я же из Челябинска, говорит, я в ахуе, блядь. Убило меня. И вот давайте вот к этому как раз-таки здесь Куштау Байрами прослушал я сегодня ответ нашего певца из Уфы. Давайте поставим, вы услышите, сами поймете. Да столько устали. Я не знаю. Вот у меня есть друг, прекрасный мужик, золотые руки. Я ему говорю, что вот на Западе там не так плохо, как те рисуют. Там человек защищен. Вот посмотри, давай я тебя свожу в Финляндию. Да нахер мне твоя Финляндия? Я говорю, ну там, посмотри, там медицина бесплатная, там образование бесплатное, там зарплаты другие. Он все время где-то работает, колымет, ему постоянно начальство не платит денег. А он говорит, да нахер мне твоя Финляндия, не поеду я никуда, там все рабы. Я говорю, оба-на, почему так? Страх. Потому что если он туда приедет и увидит, что там действительно так, как я ему рассказывал, и если он это поймет, то у него будет просто беда и горе, и он поймет, что он думал совершенно неправильно, и воспринимал он мир неправильно, и жизнь, и людей, и вообще все. Боязнь когнитивного диссонанса. Вот. И вот это был ответ этой мандалошки из Челябинска. И каждому из вас я это, блядь, 1000 раз уже доказываю, говорю, блядь, в течение, блядь, 2 лет, которые я веду, уже 3-й пошел, да, пойдет. Говорю в своих эфирах, блядь, сколько ютубов заблокировалось, тиктоков заблокировалось, блядь, постоянно, блядь, банят, заебали. В итоге, один тикток, ютуб этот потерялся, другой открыл, и дальше идем. Аллах ашкар. И вот тут комментарий дочитаю. Гораздо проще жить, веря в ту картину мира, которую тебе рисует телевизор, отключая при этом свой мозг полностью. А, собственно, именно этого и добивается пропаганда. Отключить у людей способность критически мыслить. Ну да. Ну да, как раз таки күтігізге китеріп сіккеш, вы, как говорится, может в этот момент очухаетесь. Но пока у вас, как говорится, это не произошло в физической форме, у вас это просто идет в моральной форме, как говорится, и вы пока еще как терпилы терпите. И поэтому у вас вот такая ситуация. И самое удивительное, что люди, которые там живут, на самом деле, вот я с ним 100% согласен, думают, что здесь все, блядь, геи ходят на улице, блядь, нахрен, все, блядь, фиолетовые, блядь, туды-сюды. Вот недавно мне вопрос задавали, мы, как бы, давайте общение с разных тем будем по-разному делать, потому что у меня сегодня конкретно темы нету, потому что я, как говорится, не готов был выходить, я не ожидал, что мне придет сим-карта на почте. И вот, кстати, здесь сим-карта, тоже расскажу вам, блядь. Заказал по телефону, приходит сим-карта по почте, блядь. Не надо куда-то идти, оформляться, блядь, мозга ебать нахуй. Просто, блядь, я, блядь, заказал, даже не звонил, имеется в виду. Просто заказал, сим-карта пришла, блядь, вон, засунул, блядь, вот я с вами разговариваю. Удивительно, да, ведь, блядь? Не надо никуда нахуй идти, оформлять, блядь, паспортные данные, то, все, блядь, нахуй, ничего не надо. Легко и просто. И вот, когда вот эта мандалошка из Челябинска мне наорала сегодня, вот это, блядь, всё нахуй дичь, я в Телеграм загрузил, если кому интересно, в Телеграме можете послушать, как она там пиздит. Ну, здесь, не знаю, поставим, не поставим, посмотрим, что-нибудь поставим, может, послушайте, что она говорит, блядь. Убить меня надо, туда-сюда, блядь. И я понимаю, что
в этой пидорасии до такой степени заманкуртили башкиртов и татар, и даже слова Габбасова, Айсина мои, блядь, никто не будет читать нахрен. Я вчера тоже в ТикТоке об этом говорил, я сегодня весь день пытался выкачать этот тиктоковский эфир 4 часа, не смог вытащить, блядь, вот 69% и все, глохнет, не идет дальше, не могу вытащить. Сука, не хватает то ли силы интернета, то ли что. И вот, исходя от этого, я понимаю, что, блядь, манкурты везде они есть. Вы не думайте, что это только в России, блядь. И в Азии есть, везде манкурты есть, везде, блядь. Мы об этом тоже, как говорится, вчера тоже говорили об этом. Разные типы людей есть, которые думают, блядь, построить сейчас СССР. Вот как вы помните, блядь, недавно поймали долбоебов, которые коммунисты, блядь, какие-то ебаные, КПРФ, блядь, в Башкортостане. Посадили всех нахуй. Сегодня тоже вот где-то натыкался тоже на такую тему. Тоже посадили того, посадили еще того, кто их защитил, тоже посадили. Короче говоря, всем, блядь, влепили нахуй 20 по 20 лет, короче, этому хую, который хотел им помочь, блядь, 6 лет дали, короче. Ну, все присели. Блядь, я херею, блядь. Нет здесь независимого Башкортостана с Татарстаном, но в Башкортостане и в Татарстане, точнее, в Башкортостане в данный момент вот такие ебучки выходят в виде, блядь, из Челябинска, башкирка какая-то, блядь. И из Башкортостана выходят какие-то уёбки, блядь, татары или башкиры непонятные, блядь, масти, которые хотят построить СССР, блядь, какой-то красножопые, блядь. Ебанутые люди, блядь. В 21 веке живем, какой нахуй может быть, блядь, СССР и красножопые нахуй к нам нужны, блядь. Зачем нам нахуй они нужны, блядь? Ебанутые вы, блядь. Когда, блядь, нахуй вы начинаете гасить этих всяких ваххабитов, блядь, всяких сектантов, хуянтов, блядь, свидетель Йогова, нахуй, все, блядь. И тут вылазят еще, блядь, СССРники какие-то, блядь. Я ебать того хотеть, блядь. В каком мире вообще мы живем, блядь? Обезьяны тупорылые. Блядь, у нас нет независимого Башкортостана с Татарстаном. Нет, блядь, ни один не вылез, блядь, насчет независимости, нахуй. Нам кричат с Казахстана, блядь, башкортлар, татарлар, берите независимость, берите... Блядь, сука. А нет, наши, блядь, ходят по КПРФам, блядь, хотят красножопыми, блядь, флагами махать, блядь. Я херею, блядь. Ебанутые люди, блядь. Одни ебутся манкурты, блядь, на Украине дохнут, блядь. Кстати, давайте расскажу печальное, так, ну, что печальное, блядь. Не помню, говорил или нет, вчера говорил. Ну, скажу что. Короче, помните, я говорил вам, что у меня друг умер, Руслан Ибрагимов, из Башкортостана. Уже 2 года, наверное, ему, как его нету. И тут хуяк сегодня, не сегодня, на днях узнаю, блядь, у меня, оказывается, блядь, и родственник, дальний родственник, ну, так сказать, дальний, блядь, моей двоюродной сестры, двоюродный братишка. 43 года, год назад без вести пропал и умер. Я даже вычитывал вчера, ну, можно найти, вычитать. Короче говоря, я говорю, потом через несколько дней пишу я ей. А я говорю, а как, запчастями привезли? Она просто написала «да». А тут и думаю, блядь, орут везде по всей, блядь, пидорасии. Пакеты не хватает, где взять пакеты? Пакеты нету, блядь, пакетов нету. Это до такой степени дохуя трупов, что по пидорасии нету пакетов трупных. Представляете, блядь, дожили, блядь. Мне вот эта, блядь, мысль пришла, я его, еще раз повторяюсь, блядь, я в ахуе. Я в ахуе, что у вас нету, блядь, нахуй, пакетизировать эти запчасти людей, которые год уже где-то гниют в украинских полях, блядь. Я в ахуе, блядь, я в ахуе, блядь. Захватчики пиздец. Захватчики без памперсов это называется, нахуй, блядь. Вы тогда, когда отправляете этих в мясорубку, блядь, им хотя бы в карман положите один пакет, сдохнешь. Вот этот пакет для тебя. Тебя туда упакуют и вернут обратно украинцы. Назад, блядь. В пакете целого невредимого, но чуть-чуть, блядь, покромсают. Охуеть, блядь, нахуй, а? Я ебал такую же, ёпта, блядь, тут нахуй. Плакать охота, нахуй. Тут не до ржаки, блядь. Я просто поражаюсь над тем, знаете, как Башкортостана, Татарстана сидят. Сегодня это видео вам покажу еще в ахуй, блядь, будете пиздец. Я где-то откопал его сегодня в ахуй. Загрузил я себе в этот, в Телеграм группу.
Вижу такую дичь. Сидят, сейчас мы посмотрим. Сидят, короче, двое. Когда это снято, неизвестно. Он говорит, они уже, наверное, сдохли. И ноют, блядь. Сидят, блядь, говорит, все, нам пизда, блядь. Все, бомбят, вся хуйня. И там им доходит, предсмертные, так сказать, моменты, доходит, что их наебали, блядь. Я, блядь, вам 3 года пизжу об этом. Другие пиздят вам, как началась война уже, а не вели каналы. Я канал веду недавно, да, допустим. Но, блядь, нахуй, я вас призывал, даже когда у меня не было канала, блядь, я говорил, блядь, как я съебался сам в 22 году, блядь. С тех пор я говорю, блядь, нахуй, не идите на эту ебаную войну, блядь. Это не наша война, вы не можете понять, блядь. Нет, сегодня это Мандалошка с Челябинска орет. Ой, блядь, ты предатель, ты нахуй туда-сюда, мы вас всех кончаем, блядь. Она мне такие угрозы кидает, нахуй. Вся хуйня, блядь. Я в ахуе, блядь, нахуй. Это до такой степени, блядь. И самое интересное, мы там послушаем самое интересное, что она сказала. Давайте уж послушаем ее интересные моменты, которые я загрузил в телегу, блядь, нахуй. Прослушать это надо, блядь. Так, я сейчас найду, где я ее закидывал, блядь. Я найдем. Таких, как ты, мы будем убивать, понятно? Вот как ты. Нехороший человек. Я даже тебе не буду, говорить вслух, какой ты есть человек. Вот таких, как ты, мы убиваем. Да? И я не спорю, я тоже пойду убивать, если нужно, брат. Это мне Малкутка из Челябинска написала. Это Просто я в шоке, блядь. Так мы и будем сосать у него член. У него член очень хороший, потому что мы живем в России, у него член у Путина охуенный. И вот мы его сосем. Мы и сосать будем у Путина член, и яйца ему лизать. Это долбоебка, блядь, сам убивает еще, блядь, мимит башкарты, я, блядь, без башкарты, я ушел какие-то, блядь. Ну это пиздец, блядь, куда я попал, блядь. Я в ахуе, блядь. Говорит, блядь, у Путина будем, говорит, сосать и лизать. Я говорю, ебаный в рот. Я говорю, я ей написал, путинососы ебаные нахуй. Она мне вот это, блядь, кинула ответ, блядь. Я в ахуе была, блядь. Это я, конечно, блядь, да хуя кому отправил, блядь, сразу дичь такую, блядь. Там все, блядь, ха-ха ловили, блядь. И вот эта мразота, блядь, как бы заткнулась. Пусть, как это, ну, она не заткнулась, она писала, заткнулась после вот этого видоса, блядь. Ну, как бы сказать-то ей нечего, нахуй. Сейчас я куда его закинул, блядь, этот видос. Про тех двоих, блядь. Пиздец, я в ахуе, блядь, был. Блядь, давно это было, значит, я найти не могу, тут дохуя нашел. А вот, свободная Башкирия. Только что был минный обстрел. Мгм. Минометы хуярили по нам. Нас оставили в лесу, и всем похуй на нас. Сидим, ждем у моря погоды. Мины прям в 10 метрах от нас Заебись, да? падали, приземлялись. Блядь, как показать правильно. Вооружение все там. Ну, вы на посмотрите в Телеграм. дороге. На нас всем похуй. Как пушное мясо отправили в лес, нахуй. И оставили. Видел бы ты все Шойгу? Ой, блядь, Что Шойгу? сказал Шойгу, Коношенко? Что здесь творится с армией, тупой армией, которая вообще не действует? Только по кино показывают, заебись. А на самом деле вообще беспредел. Ну, насмотрелись. Работаем. Долбоебы, у меня никаких командиров, нахуй командира хуй его знает, съебались первыми, нахуй. Хуя никого нет. Просто Бандера, контракты салам алейкум. такие же. Кроме автоматов ничего нет. Никакого снабжения, Видите? никакой электроники, ни квадрокоптеров. По ни акценту бинокля, башкиры это, ни блядь, татары. тепловизоров, вообще Татары-башкиры. Долбоебы ничего. двое. Автоматы, патроны, все. И штык-нож. И штык-нож висит, ну. Все, нихуя нету, блядь. Вот сидим, ждем. Посмотрим, что будет. Ночью сидим на поле, будет Находимся на передовой. на передовой, вот прям за полем эти гондоны. Оставили нас без нихуя. Это Без не, воды, блядь. и не украинцы гондоны. Их кинули командиры. Посмотрим далее, что будет. Поняли? Командиры, короче, их оставили нахуй без ничего, блядь. Это, ну, конечно, неизвестное, блядь, это откуда, блядь. Башкиры жалуются. Интересно, они живы или нет, блядь? Да, блядь, хуй знает, когда это видео загружено, во-первых, блядь. Но явно сидят, блядь, там как бы, видать, еще листья. Листья есть. Сейчас уже как бы листьев нету, блядь. Но явно где-то это осень, весна, что-то в этом роде, блядь. Откуда-то откопали это видео, блядь. Если это видео откуда-то приперлось, значит, кому-то они успели отправить, блядь. Значит, где-то связь ловила, или его телефон кто-то нашел,
И как-то интернет был, да, короче говоря. Как-то мы увидели, блядь. А так мы хуй его, блин, на войне. Какой интернет, нахуй? Вот такая херня. Поэтому, как бы, когда говоришь нашим, что, блядь, вот эта война наша, и вот такие мандаложки, блядь, из Челябинска вылазят и начинают нам учить, как, блядь, быть дальше, я вам скажу, туганлар, башкирт менен татар бір айбірні онарға тиежи. И другие даже, Дагестан, Чечен, все должны понимать одну вещь, блядь. Вы, да, ведь, умираете, блядь, не за свою нацию, блядь. Меня аж взбесила вот эта мандаложка из Челябинска. Говорит, мы, говорит, за родину Россию топим, блядь. Ну, что такое еще она пиздела там, блядь. Да хуя там переговорили мы с ней. И какие-то моменты только я там скинул, то, что больно интересные. И вот она говорит, блядь, я типа за Россию вся хуйня, блядь. Да я говорю, ты, сука, манкуртка, блядь, нахуй. Какой нахуй за Россию, овца ебаная из Челябинска, блядь, нахуй. Челябинск, нахуй. Такого места вообще больше в дальнейшем существовать нахуй не будет, такое место, блядь. Это все будет, блядь, земли Башкортостана. И рядом все, что относится, блядь, нам, будем все, блядь, гребсти. И называться это будет Республика Башкортостан. И рядом Республика Татарстан будет. Снизу будет полностью это Казахстан. Вот так. Вот вчера тоже об этом как раз говорил в ТикТоке. Поэтому по земельным моментам, блядь, нахуй, все вот эти имена, названия, блядь, нахуй, вы уже сейчас можете забывать. В дальнейшем, когда мы зайдем, как говорится, все будет сделано по-нашему. А не так, блядь, как у вас там по Иванскому, нахуй, по Болванскому, блядь, поназывали, блядь, наши города, блядь, по-свойски, блядь. Там Красной Жопы, нахуй, блядь, Ленинская улица, проспект Мира, блядь, проспект Хуя, блядь, Путинистская улица, блядь, еще какая-то, всякие пидорастические названия, блядь, нахуй. Все нахуй истребить, блядь. Когда вот в Казахстане, блядь, смена улиц была, блядь, а какая-то овца вылазила, блядь. Ой, почему меняете, блядь? Где ебет нахуй? И съебись нахуй в свое московское болото и ставь туда нахуй. Там Иван Гондон, Иван Гондуров, блядь. Не Годунов, а Гондуров, блядь. Или там Гондонище, блядь. Вот так, поставьте везде такие имена, блядь, себе московское болото, нахуй. Название понаставили, блядь, нахуй. У нас, блядь, узкожопые названия, блядь, в Башкортостане и в Татарстане. Как будто у нас нет своих, блядь, знаменитостей, кого мы хотели бы поставить и сменить, блядь. Потом говорят нам, блядь, нахуй, почему, блядь, нахуй, блядь, мы что-то сделали вам, блядь. Узкожопые начинают бычиться потом. А что мы плохого сделали вам, башкиры, татары? А что вы не сделали хорошего, блядь? Что вы сделали нам, блядь? Смена улиц даже вы доебались, блядь. Везде все ваше, блядь. Первомайская, хуемайская, блядь. Нахуй нам это надо в Башкортостане, Татарстане, блядь. Названия все сменили, блядь. Мечети, блядь, разрушайте. А, насчет мечети. Вспомнил. В этом, блядь, Кучумовская сторона, Тюмень. В Тюмени, короче, хотят разъебать мечеть. Огромную мечеть, каменную мечеть хотят разъебать, блядь. Это тоже я куда-то закидывал, найдем это видос, потом посмотрим, будем листать сейчас, пока поболтаем, сейчас потихоньку потом по телеграмму пройдемся, потому что я все позакидывал в телеграм, оттуда почитаем что-нибудь. И вот, мечеть там хотят разрушить, блядь, охуевшие, блядь. Чё нахуй вам мешает мечеть, блядь, в Тюмени, блядь? Я не могу понять. Понимаешь ли, место нужно, оказывается. Ёб твою мать. По всему нахуй этой пидорасии место хуево тучи. Именно нужно место, где мечеть стоит, блядь. Где татары, тюменские татары хотят там сабантуй делать, мечетьская зона и так далее. Блядь, идите пиздуйте, разрушайте свои церкви нахуй. Уёбки нахуй. Понаставили нахуй везде, блядь, свои церквушки сраные нахуй, блядь. Иншаллах, я вернусь, блядь, в Башкортостане, Татарстане, Тюмени и так далее, блядь, ни одной церкви нахуй не будет там, блядь. Ничего не будет нахуй. Вот за это, блядь, мы четко мстить будем, пидорасы вам, блядь. Четко будем мстить, блядь. За церковь, нахуй, вам пизда, блядь. За, вот, мечеть, сколько мечети сгорело, столько церквей, нахуй, уйдет, блядь, нахуй, из-под земли, нахуй, все, выдернем, нахуй. Отправим, блядь, вместе с этим бетоном, блядь, к вам в Москву, нахуй. Ебитесь, стройте там, нахуй, свои церкви, кресты в жопу засовывайте, блядь, гондоны сраные, блядь. Вообще, нахуй, после всего, блядь, этого, блядь, уже натиски, блядь, на мусульман, блядь, это пидораси, нахуй, аж сильно ожесточились, нахуй. Вы охуели? Даже в Европе нет такого, блядь.
Везде мечети турецкие, везде. Все нормально, никто, блядь, не рушит их, блядь. Не сжигает, блядь. Ублюдки ебаные, блядь. Вы вообще оборзели нахуй. Шантропа ебаная. Еще говорят, блядь, нечисти, блядь. Еще Лапти какой-то, блядь, сегодня читали, тоже услышал, блядь. Лапти какой-то хуйню написал, блядь, какую-то дичь, блядь, пронес, блядь. Где-то слушал, надо было скопировать, блядь. Ну, блядь, сука, не до этого было. Чисто прослушивал. Лапти написал какую-то дичь, нахуй. И типа, оказывается, блядь, здесь все нечисть напала, оказывается, и они очищают эту нечисть. Ебануты нахуй. Лапти Алаудин, ёба дались вообще, ебанулись нахуй, сука, блядь, недоделанные мусульмане ебаные, блядь. Вы чё, блядь, вообще рамсы попутали нахуй, писать такую дичь нахуй. Вы уёбки нахуй, манкурты сраные, блядь. Вы внутри пидорасии, блядь, хуйней маетесь, блядь. Вы, гандоны, блядь, внутри продали наш ислам. Все продали, пидорасы. И татары, и все вот эти манкурты сраные, блядь. И Дагестан, и Чечня, все вот это, блядь, дерьмо там. И народ это терпит. Потому что вы власть взяли, блядь, ублюдки нахуй. Поэтому все ублюдочные власть нахуй, всех, блядь, нахуй, кастрировать нахуй, за яйца вешать, гандонов, блядь. Поймите одну вещь, блядь. Вы, когда начинаете бодаться против ислама, вы против Аллаха идете. Это вам 1000 раз все говорили. Вы не против нас идете. Нам-то чё, блядь? Нам-то чё? Мы такие же рабы, блядь. Вы такие же чмошники. Не лучше, блядь. Исходя от этого, вы идете против, значит, получается, вы опиздюливаться будете, блядь, многократно будете пизды получать за такие движухи, блядь. Многократно. Как сегодня тоже увидел видосик, как индус, сраный индус, блядь, выдернул, блядь, никаб в Индии, блядь, одной другой какой-то работницы, получается, тоже работает в правительстве, она пришла получать свое повышение. И он пришел и ей выдернул, блядь, никаб. Потом она что-то, блядь, вся хуйня, и она перевелась в другой район работать. И ее в другой район перевели все равно. Вот такие вот пидорасы, нахуй, еще вдобавок еще. Тут индусы хуйней маются, блядь. Нахуя ты чужую женщину лапаешь, срываешь хиджаб или там никаб, блядь. Охуели, блядь. Вы, гандоны, уебки, грязные, нахуй, индусы сраные, блядь. Вы от русских также ничем не отличаетесь, гниды ебаные, нацисты ебаные, блядь, в Индии, блядь. То же самое, блядь. И здесь, блядь, то же самое, нахуй, блядь. Мы же вам, блядь, не идем там, нахуй, не тянем ваши стринги. Ну-ка, стрингу, блядь, сними-ка, нахуй. Мы же не говорим, нахуй, не дергаем за ваши стринги, блядь. Уебки, голожопые, нахуй, узкожопые, блядь. Еще индусы тут не мы, нахуй, дергают в Индии, блядь, мусульманку за никаб, блядь. Я просто хуею. Что за мир, нахуй? Мир с ума сошел конкретно, блядь, нахуй. Ёбаный в рот, блядь. Как этот, блядь. Реально мир сошел с ума, блядь. Вспоминаю, блядь, в ТикТоке, нахуй, была одна чеченка, которая в хиджабе, Эммануэла. Сейчас про нее обсуждают в ТикТоке, ебаный в рот. Весь ТикТок на нем, блядь, сейчас висит, блядь. Миллион комментариев. Она, короче, сняла хиджаб. Ёб твою мать. Мир катится точно куда-то, нахуй. Пиздец, блядь. Сняла хиджаб. Bütün kükrəklərin шығарғанмында, блядь, нахуй, петелерин шығарған на весь мир, блядь. Что за хуйня, блядь? Дебилизм в мире творится, блядь. Прикиньте. Короче говоря, я просто херею от того, что, блядь, вот как вот восстала эта ебучая Москва, с тех пор, блядь, в мире, блядь, потерялась тишина, блядь. Нет тишины, блядь. Покоя нету. Прикиньте, блядь. Везде вот этот какой-то шум ебаный, блядь. Такой шум, которого вроде бы и не слышно, блядь, и в то же время он есть, блядь. Вот такое состояние, понимаете, блядь? Как будто бы такое катастрофическое состояние, блядь, в этом везде, блядь. Вот в воздухе везде это ощущается, блядь, так сказать, да? Если так размышлять, блядь. Просто хуею. Поэтому... Исходя от таких, блядь, новостей, порой думаешь, блядь, нахуй, с какой темы даже начинать не знаешь, блядь. Каша в голове, блядь. С какую тему не возьми, везде геморрой, блядь. Все утыкается в эту ебучую Москву, блядь. Что не делай, блядь, опять это Москва, блядь. Так, идемте дальше, посмотрим в этот же Куштау-Байрам, потому что я постоянно раньше вам из Куштау-Байрама вычитывал, потому что там всегда новые движухи,
идут. И как бы удобно его как бы это делать. Использовать как ресурс. Этот. Ну, тем очень много, я вам скажу. Давайте чуть-чуть почитаем, и это тоже будем посмотреть. Можно выражать свои мысли культурнее? Не, у меня не получается. Здрасте, вы верите в инопланетян? Я, что ли? Бля, ёбаный в рот, блядь. Астафируллах. Я, альхамдулилля, мусульманин. Я верю только в Аллаха. Всякую вот эту ересь я не верю. Я верю джиннам, джинны есть. Я верю вот во всякую вот такие вещи есть там. Там как это, сахар там, джинны, вот эта дичь всякая, вот это. Вот это да, я верю в это, потому что это конкретно сказано. А инопланетяне, ну, они есть или нет, блядь, хз, короче. Это как бы его и верь, не верь, блядь, это как бы, я считаю, это придуманная людьми хуйня какая-то. Вот и все. Просто в детстве нас пугали, блядь, эти американцы всякими фильмами своими, блядь. И инопланетяне, блядь, Звездные войны, блядь. Насмотрелись всякой хуйни. И вот, самое интересное же, блядь, я же проводил эфир или нет, блядь? Этот же уебок, да, я проводил вроде бы, или проводил, да, в Ютубе, что, блядь, напомним еще раз, блядь, как зарезали 10-летнего мальчика, блядь, этот уебок 15-летний, блядь. После него же, блядь, на днях, я вчера только грузил тоже, блядь, читал где-то, что в Туве то же самое произошло, блядь. Тут уже 17-летний, блядь. То ли тувинец, то ли тувинец тувинца заебенил, то ли кто кого и заебенил. Ну, короче говоря, блядь, опять, то ли убили, то ли что, блядь, вот хрень была, блядь. Не знаю, это уже я уже где найду, но суть такая, блядь, просто херею, блядь. Уже за 1 месяц, получается, 2 трупа. Ну, как, я помню, так сказали. За 1 месяц 2 трупа, блядь. Везде уже жужжат про это. Я просто фигею, откуда такая дичь? А оттуда. Откуда, блядь? Потому что идет война, блядь. Дети это слышат, все это видят, блядь. Это дичь, блядь, накапливается, накапливается. И потом идут, дай-ка я попробую тоже, блядь, нахуй. Как будто в магазин за хлебом сходить, блядь. Этот, замычковать кого-то, блядь. Я просто херею, блядь. Просто, блядь, и что за деградация? А деградация почему? Потому что, блядь, главный шайтан, путиносос, блядь, сидит там, блядь. Вы потом говорите, блядь, ой, блядь, на Украине демоны, блядь. Да, сука, вы сами демоны, долбоебы. Вы сами идиоты, блядь, нахуй. Вот я поражаюсь, блядь, над узким этим миром, блядь. До какой степени вы, блядь, будете трусы, нахуй, блядь. Уберите нахуй свое правительство. Признайте, блядь, Башкортостан, Татарстан и другие регионы, блядь, независимыми. Признайте. Будьте мужиками, ёб твою мать, Лар. Почему вы такие, блядь, мозгоебы, блядь? За очко свое не можете, блядь, нахуй отвечать. В чем проблема-то, блядь? Нападать только можете, блядь. Правильно вот этот сказал, как это, Шевчук. В Финляндию люди не хотят, человек не хочет поехать. Само собой. Я сколько людям говорю, вот я говорю, в Европе, блядь, если ты хочешь не идти на мобилизацию, вали вот сюда, в Европу, туда-сюда. Нет, говорит, у них хорошо в России, блядь. В России у них хорошо, блядь. Потом через год смотришь, блядь, труп нахуй. Пакета нету, блядь. А пакета не было. Год искали, но он, может, лежал где-то на земле. Но из-за того, что пакета не было, не могли вернуть, блядь, родителям труп. Охуеть, блядь. Ну, я так уж утрирую, блядь. Просто пиздец. Дожили. Ой, блядь, столько новостей, просто охренеть, блядь. Я отстал от жизни, честно я вам скажу, блядь. Отстал от жизни. Ну вот, индийские дворники, приехавшие, блядь, вспомнишь, говно завоняет. Приехавшие в Петербург на работу, очень хотят остаться в России. Конечно, хотят. Конечно, блядь, 1,5 ляма, миллиарда, блядь, индусов, блядь, на земле, блядь, конечно, хотят. Конечно, хотят, блядь, остаться в чистой стране, блядь. В чистой стране, ну, как бы, по сравнению, блядь, с Европой, конечно, Россия в говне, блядь. Но вот этих не было бы. Точнее, наших узбеков, таджиков, кыргызов не было бы, она вообще обосралась бы давно уже, блядь. Явно.
Альхамдулилля, что наши вот лет 25, как Путинасос стал на трон ебучий этот, точнее, на кол сел, блядь. С тех пор, блядь, не может нахуй разобраться, блин, со своей, блядь, землей, блядь. Бардак везде, а главное, Москва, блядь, чистая. Думаете, что, в Башкортостане, в Татарстане чище, чем в Москве? Нихуя. Я вам скажу, блядь, в Башкортостане, блядь, пиздец, там пиздец нахуй. Может, одна улица вот эта, главная какая-то чистая, а другую на другую перейдешь, все, жопа. Вы думаете, что, чисто, что ли? Да там кто пойдет на такую зарплату, блядь? 10 тысяч, 15 тысяч, блядь, у дворников, может, зарплата там. На родине столько не заработать, говорят они. Мужчины пока не очень хорошо знают язык, но указания начальник понимает без слов, достаточно взгляда или жеста, пишет комсомолка. Большинство планирует остаться в Питере минимум на 10 лет. Охуеть! 10 лет Машки, как в комментариях пишут, блядь, в Инстаграме, Наташки, письки ваши, так что, блядь, держите, блядь, как говорится, я не знаю, упаковывайте, нахуй, побольше презервативов и так далее, чтобы вдруг, блядь, поймаете трипак индийский, нахуй. Это пиздец, нахуй. Это пиздец. Сука, я охуею. Так, идем дальше. Такие по теме будем читать. В России учредили медаль 80 лет Калининграду. Прикол в том, что Калининград это вообще-то немецкий город, Кёнигсберг, которому на самом деле около 800 лет. И это вот типичная российская история прийти и вести себя так, как будто это исконно российские земли, где раньше никто не жил и была пустота. Кстати, давайте об этом тоже поговорим. Конкретно, вот тема вышла. Насчет, на днях говорил в ТикТоке, да, и до этого говорил тоже, насчет земель Китаю, мы, как говорится, договорились, Китаю никакие нахуй земли не отдаем, а отдаем Японии, в крайнем случае, Японии. И тут вот как раз-таки я забыл, блядь, я же эту сторону вообще даже не рассматриваю, ёпта. Точно, блядь. Когда будет договор идти с нашими ополченцами, так сказать, или группировку, я не знаю, блядь, из Башкортостана и Татарстана, будет разговор с немцами тоже. С них оружие, и мы даем, как мусульмане, братья-мусульмане, кстати, Дагестану и чеченцам тоже относится это, договор будет таким. Мы ебашим Москву, Калининград переходит, само собой, немцам. Но чтобы это все перешло в честном образе, мы у них будем просить оружие, боеприпасы с немцев и все остальное. И в дальнейшем дружеские отношения. Технологии, машины Мерседеса и вся хуйня. Заводы на наших территориях, заниматься бизнесом дружеским и так далее. После уничтожения Москвы. Вот в этот момент можно будет вот этот Кёнигсберг отдать. Потом, насчет Киркинесса, Черкинесса они называют, норвежцы, Киркинесс тоже нужно будет отдать. Киркинесс это норвежская земля, и его нужно вернуть в родную гавань. Как они говорили, блядь, Крым нахуй. Таким образом, блядь, там тоже разберемся, потому что там будет Ингерманландия. И как бы Ингерманландия лишний хуй, блядь, вот это в виде куска от Мурманска, оно нахуй не нужно. Поэтому его нужно будет вернуть норвежцам, тоже за это взять, за восстановление Ингерманландии бабос. Каждая территория, которая будет сходиться от того участка, откуда она идет, получается, допустим, левая сторона, если смотреть снизу с Казахстана наверх, смотреть налево-направо, Кёнигсберг, этот Калининград и, блядь, тоже на К, да, Черкинесс этот, эти земли можно будет посчитать помощь тем территориям, откуда они будут оторваны. Вот туда можно будет впустить эту помощь. Само собой, не только финансовую такую помощь просто пустить, а именно еще оружейную помощь взять, чтобы уничтожить Москву. Это тоже будет, должно будет прописываться в этой теме. Поэтому, исходя от этого, я всегда призываю, вчера тоже говорил об этом,
нам нужно объединяться со всеми, которые вот балаболят вот этой всякие темы. Руслан Габасова, Айсины, Кашаповы, Фарид Закиев, все, кто есть в данный момент в живом состоянии, мы должны объединиться и сделать огромный эфир. Я вчера как раз-таки об этом говорил, мне ставили лайки, мне поддерживали, писали комментарии. Да, это будет очень интересно, сказали мне в ТикТоке. Вчера я 4 часа вел. И вот эту тему, если вы можете прям обрезать, скопируйте, засуньте, отправьте, я не знаю, этим Русланам всем мое предложение. Еще раз озвучу. Короче говоря, нам нужно будет сделать один канал, я уже всем об этом говорил всегда, еще раз вот это уже я конкретно говорю, нужно будет, вот сейчас у меня и интернет есть, альхамдулля, сделать нужно будет эфир, общественный эфир на всех своих каналах, и один канал будет общий, как-нибудь назовем его, допустим, Курултай. И в этом Курултае мы должны все присесть, получается, над этим эфиром и над своими, чтобы собрать все нашу публику в общее обозрение, чтобы мы там обсуждали обо всем и так далее. И я хочу их вызвать на дебат, так сказать, на стрелки этих всех Русланов, блядь, которые, блядь, пиздят, а толка я не вижу. Поэтому я хочу им задать при вас, при всех, им аргументальные конкретные вопросы, блядь, на которые будут они отвечать при вас, при мне, при всех. И вы будете задавать попутные вопросы, косвенные, параллельные, прямые и так далее. И таким образом мы будем ощущать их, а не меня. И таким образом будет у нас живой эфир. И этот эфир будем больше и больше производить. Как вам такая идея? Если нравится, напишите там да или нет. Вот примерно я к этому призываю. Потому что вот так пиздеть, блядь, один отсюда сказал, там, вот это все, блядь, по странам сидим мы, блядь, разговариваем, нахуй это надо. Нам нужно разговаривать, блядь, в общем едином потоке со всей нашей публикой, чтобы у нас образовывалось смежные, получается, эфиры, и в свежем эфире сидят разный контингент людей, там, начиная с Казахстана, заканчивая там, я не знаю, Японией, грубо говоря. И вот весь этот контингент должен между собой, так сказать, тоже уж вот так в комментариях встретиться и тоже подумать, кто, что, зачем, почему, и за, против мы оттуда будем исходить, понимаете? Потому что я тоже что-то говорю, где-то, может, людям не нравится, я более прямолинейный, они более такие, рассказывают все культурно, вот так, каягазга ураб, как говорится, закручивая, блядь, 10 фольгу, блядь, а я нахуй берем напрямую. Я не церемонюсь, блядь, мне это нахуй ничего не нужно, блядь, церемония. Это конкретно, честно, блядь, подробно. И вот хочется у них тоже услышать и их мнение на мои вопросы. Я им дохуя вопросы буду задавать постоянно. И хочу увидеть, как они ответят при вас, при всех аудитории, что они скажут. Потому что им такие вопросы никто не задает и не задаст никогда конкретные. Поэтому, исходя, я, допустим, вчера даже предполагал, какие вопросы будем задавать. Допустим, какие вопросы? Руслан Габасов, Руслан Айсин, ты готов взять оружие в руки, допустим? Мы идем завтра, допустим, на Москву. Вот хотелось бы ответить, услышать у них. Понимаете, вот примерно вот такие вот разные темы. Вы даже можете задавать потом прямолинейные вопросы, вот чтобы, когда мы соберем. Вот такие темы хотелось бы озвучивать и разговаривать вместе с ними. Почему? Потому что если мы идем, получается, на одной волне, и где-то у нас не сходятся какие-то нестыковки, то эти стыковки мы как раз-таки на этом канале будем решать. Потому что они понаоткрывали там Татар Шурасе, туда-сюда, еще какие-то, у Габасова канал, у Кашапова нету канала, у того, у сего, блин, всяких татар понаоткрывали каналы всякие, но от этого нет толку, понимаете, нет толка. Почему? Потому что у них идет, мне как уже как бы люди написали, что они чисто вот, допустим, Айсен чисто сидит на канале, чтобы было эфир, у него чисто было, чтобы люди там, то ли он, непонятно, зарабатывает деньги на нем, на эфирах. Ну, короче, он занялся какой-то популярностью, блин, так сказать, блядь. Я считаю, блядь, нахуй нам не надо. Мне, допустим, популярность нахуй не нужна. Мне нужно конкретно, чтобы, блядь, я смог за этот период, который, блядь, мы долбим, блядь, хотя бы кого-то поднять, блядь. Поднять на оружие людей, блядь.
Моя задача поднять людей на оружие. Мне нахуй эти эфиры не нужны. Сидеть здесь балаболить, как тёлка нахуй в камере, так сказать, блядь. А делать нам нахуй нечего, что ли, блядь. Нам, блядь, дальше жить надо. Если мы выживем, блядь, на этой ебучей войне, блядь, против Москвы, блядь, нам надо строить Башкортостан с Татарстаном. Что-то делать, блядь, с этой землей, так сказать. И исходя от этого, в идеале, конечно, бескровно хочется, блядь, как они всегда говорят, бескровно, бескровно. Ну давайте бескровно. Я базара нет, блядь. А кто хочет дохнуть? Никто не хочет дохнуть. Это только ослоебы идут дохнуть, блядь. Вот сейчас манкурты ебаные, блядь, идут дохнуть, блядь. Это мы нахуй. Нам это нахуй надо. Вот я вообще херею над людьми, блядь. Почему нету самосохранения людей, блядь? Вы что, ёба дались? Блядь, если бы украинцы хотели бы не дохнуть, вот хотели бы не дохнуть, блядь, они бы не защищались бы, блядь. Они бы просто сдохли бы там, блядь, когда вы пришли, блядь. А люди хотят жить, блядь. А вы идете убивать их, блядь. Конечно, блядь, люди будут защищаться, блядь. Долбоебизм, блядь, какой-то, а. И потом все пиздят, как эта Мандалошка с Челябинска, говорит, блядь, нападают они, блядь. Кто нападает, блядь? Я хуею, блядь, нахуй. И потом, уже понимая от таких людей, что точно, блядь, там зомбированные люди, которые, блядь, думают, что, блядь, украинцы напали и эти защищаются. Священная война, как Лапти, Хуепти, блядь, писал, блядь, там. Антихристом борются они, оказывается. Нихуя себе, блядь, нахуй. Антихрист, оказывается, вот здесь, везде, блядь. Прикиньте, блядь, Даджал, Маджал, там у них, наверное, мозг, блядь, ебанутый. Книгу написал, понимаешь ли. Ёбнутый, блядь. Пиздец, блядь. Просто херею над людьми. Так. Что еще тут? Ну да, вот это тоже, бля, охуел, а это я себе тоже закидывал отсюда вроде бы. Диалог в Кыргызстане, я вкратце возьмем, давно понаехавший русский качает свои права. Узкожопая наехала на кыргыза, получается, чтобы он в Кыргызстане, в Бишкеке снял колпак. Вот это, колпак свой, белый, кыргызский. Говорит, сними, говорит, некультурно. Ебанутая узкожопая командует в Бишкеке, чтобы он снял свой колпак. Че ебанулись, нахуй? Я херею, блядь, нахуй. Я же... Кстати, я вчера тоже об этом говорил, блядь. Это пока грузится, это тяжело, нахуй. Короче, вчера тоже об этом говорил. Вот здесь тоже очень много инцидентов было. Я был свидетелем этого всего, блядь, дохуя комментариев видел в Фейсбуке, везде, блядь. На меня тоже писали всякая дичь, нахуй. В свой Узбекистан уезжай. Мне в Европе говорят, в свой Узбекистан уезжай, блядь. И ёба дались узкожопые, блядь. Вообще. Мне, и вот как раз этот разговор я вчера затеял, блядь, и да рассказал, блядь, в ТикТоке. Сегодня тоже повторюсь, потому что вчера не было Ютуба у меня. Было так. Короче, узкожопые, которые приехали сюда, в Португалию, Испанию, я снизу начал, Франция, блядь, вот я по всем, где шароебился, Италию я толком не был, но, по крайней мере, могу добавить, там, Германия, блядь, Франция, блин, Бельгия, Нидерланды и так далее, слышу одну хуйню. Нахуя приехали арабы или там африканцы, зачем их набирают? И когда, блядь, выходит закон, блядь, в Нидерландах или в Бельгии, что не принимают беженцев, блядь, они прям везде, на всех сайтах, везде, блядь, радость, полные штаны. Я в ахуе над узкожопами, блядь. Вы ебанутые, блядь. Вы же точно шизанутые люди, блядь. Это во-первых. Во-вторых, это не ваша страна, блядь. Какого хуя вы чё радуетесь, не радуетесь, можно им, нельзя, блядь. Вы чё, ёбы дались нахуй? Вы кого пытаетесь загородить, за кого вы болеете? Я не могу понять вот эту мораль вашу, дебилы. Главное, блядь, все мои, блядь, земляки, узбеки, таджики, блядь, кыргызы, чурки, блядь, которые в Москву понаехали, блядь. Понаехали, слово, откуда оно вышло-то, блядь? Из этой московской дыры ебучей. Понаехали. А вы, суки, сами тоже в Москву понаехали ведь, блядь, ублюдки. Откуда это выражение-то вышло, блядь? А вышло оно с тех времен, когда уебки в Москву сами приперлись. Вы что, об этом не помните, что ли? Сука, или все москвичи родились в Москве, блядь, эти финно-угры, блядь. Суки, вы все же из пизды кукую приехали. Сперва вас закинули в ебеня к нам.
Башкортостан, в Якутию закинули, потом оттуда вы поперлись в Москву. Понаехали же, понаехали, блядь. А, значит, получается, узкожопые это не понаехали, а вот чурки другие понаехали. Окей, это по России. А какого хуя вам Нидерланды, причем, блядь, Франция, Испания, блядь, там тоже черные все, там, блядь, Португалия, блядь, при чем тут нахуй? Где понаехали? Кто туда понаехал? К вам понаехали, что ли? Это вы к ним понаехали, ублюдки, блядь. Вы понаехали в Казахстан, в Узбекистан, везде. Вы понаехали, блядь. Вам же никто так не говорит, блядь. Я хуею над людьми узкожопыми. Что за мораль у них, блядь? У Путина шиза, блядь, что в Украине, блядь, русский язык запрещали. Блядь, в Эстонии русский язык запрещают. В Литве, Латвии тоже запрещают. Понаехали. А нахуй тогда вы приехали, ублюдки? Вы когда сюда приезжали, вы о чем думали, дебилы, блядь? Вот здесь тоже несколько есть русских. Из Челябинска один, другой из Питера. Навальнисты какие-то, блядь, непонятные. Вот здесь есть у меня соседи, тут тоже пару русских, блядь. Давайте я им тоже скажу тогда. Хуль ты понаехал сюда? Это как-то звучит странно, блядь. Вы ебанутые люди. Вы определитесь, куда понаезжать нельзя, блядь. По всему миру вы, сука, на Луну поедут, тоже понаехали, вы скажете, что ли? Да Луна не ваша, блядь. Вот этот дебилизм, я просто был в жопе вот, от того, что, блядь, нахуй, слов нет, нахуй. Вот это дерево, вот, я пиздец, блядь, я хуевал, блядь, от всего этого, блядь, нахуй. После этого, конечно, из-за вот этих ваших ебучих действий, сейчас нас, вот я из-за того, что, сука, блядь, я из России, здесь нас ненавидят, блядь. Ненавидят. Вы думаете, что, нас любят здесь, что ли? Вот здесь, блядь, по 2,5, 3,5 года живут эти, блядь, вот эти русские, натуральные русские. Нихуя никто им бумаги не дал, ничего не дал. Живут они 2,5-3,5 года, блядь, нихуя им ничего не дали. Вот такая хуйня, блядь. Нет у них ни позитива, ни паспорта, ни хуя, блядь. Ни туды, ни сюды. И живут вот здесь, блядь. Такая хуйня. Поэтому вам как-то надо определяться, блядь. Везде понаехали не бывает, блядь. Вы определитесь, возьмите свою Москву, постройте, блядь, нахуй. Скажите, что вот это вот русские земли, финно-угров. Все, и оттуда головой не вылазьте, нахуй. По всей земле нехуй кататься. Не надо, блядь, орать везде, понаехали. Вы понаехали, блядь, везде. Не мы понаехали, вы понаехали. Мы не говорим, что, блядь, узкожопые понаехали сюда. Башкортостан, Татарстан. Какого хуя тогда вы понаехали к нам? К нам-то за хуй приехали вы, блядь. Съебитесь. Поэтому я и говорю, блядь, не понравится, уедете нахуй. Башкортостан с Татарстаном вы пока не признаете независимость, не выучите язык, нахуй вы нам не нужны там. Челябинск, Екатеринбург тоже все отойдет Башкортостану. Все отойдет, блядь. Иншаллах, лишь бы я был живой, блядь. Все так и будет, блядь. Вот только таким образом мы будем долбить вас. Какой привет, такой ответ, блядь. Клизму конкретно будем ставить, блядь. За вашу вот эту невоспитанность, нахуй. Одичавшую, блядь. И вот, давайте послушаем эту мразь, блядь. Молодой человек, будьте так добры соблюдать правила этики. И не надо снимать на камеру. Садыр Жапаров айтып атат, қалпақ кигіле ұлттық қалпақ деп. А сіздер қайра шештіресіңдер? Бұл тура емес. Будьте так добры, говорите на русском. А мен орысша білмеймін. А мы тоже не знаем. Жақсы болды анда. Надо. Зачем надо? Надо. Вот. Доебались. Что вам надо? Қалпақ теспен мен Это қалпақ. головной убор в первую очередь. Жоқ, теспен мен Да, это қалпақ. головной убор. Қымайтын. Где доебались, непонятно. Мен Қырғызстанның жараны ғой. Ну и мы в Кыргызстане живем. Болды, У вас да. этика есть хоть какая-то? Қандай этика? Что такое этика? Жоқ, мен қалпақты неге шешемін, айтсаңыз? Ушуны айтсаңыз? Юрист арталамын да. Давайте, Қалпақты снимайте. шеш деп атат. Снимайте, Қалпақты шеш деп снимайте, атат. да, снимайте. Обезьяны. Что Қалпақты вы там шеш деп атат. заслуженный? Что вы там заслуженный? Мен айылдан келдім, заслуженный емеспін мен. Вы Саила? Айылдан келдім. Ну я очень рада. Рахмат. Да, я очень рада. Рахмат. Кроме камеры ничего не знаете? Сілерге ұқсағандарды білсін Қырғызстанда мына. Қалпақты шеш деп
Вы кроме камеры что-то знаете? А сіз білесіз бе? Будьте так добры, встаньте и выйдите отсюда. Шықпаймын неге шығамын? Выйдите, пожалуйста, отсюда. Неге шығамын? Соревнования еще не начались. Будьте Мен так бияқта добры. жыл отырып тұрайын бұл жерде. Мен ары Вы кіріп мешаете уборке. кіріп едіңіз. Вы мешаете Мына мен уборке. бияқта жылам, мына. Мына жылам бияқ. Можно ходить вот здесь по помойкам. Встаньте, выйдите, пожалуйста. Шықпаймын мен неге шығамын? Вот так вот. Да хоть вот так ты мне вот Мына засвети, да тартып вот так, хоть вот так мне Мына тартып засвети. отыр, мына. Ты кто такой? Мен адаммын, Қырғызстанның жаранымын. Я тоже человек Ондан да. Кыргызстана, понимаешь? Ондан да. И не надо так себя вести. Охуевшая, видишь, да? Не Нет, надо мне вот. говорить, хватит. Вот тебе хватит Ондан да. взрослого человека снимать, который тебе делает замечание. Қалпақты шеш дейді. Қалпақты шешпеймін мен. Ешқашан. Узкожопые в Бишкеке доебались до кыргыза. Вот я хуею, блядь. Вот доебались до меня, допустим, да, где-нибудь в Башкортостане, я бы сказал, вот что охуела, блядь. Ты кто нахуй, мразь, блядь? Съебалась нахуй свое, блядь, московское болото, блядь. Вот так надо бы, блядь, с ними разговаривать, блядь. Доебались в Татарстане, так же отправить нахуй ее. Еще, блядь, за углом догнать, пизды дать. Понимаете? Не надо молчать, блядь. Молчать уже времена закончились, нахуй уже. Все уже, блядь. Ну, если доебываться, блядь, в независимом Кыргызстане узкожопая доебалась до кыргыза, но это уже конкретно шиза, блядь. На кого она надеется там? Не боится ли она, что за углом их будет ждать нахуй эти кыргызы, блядь? И вкачают ей нахуй в жопу нож, блядь, засунут и все, блядь. И все дела нахуй. Колпак еще оденут на голову, блядь. И нормально. Это я поражаюсь над людьми, блядь, нахуй. Своим, блядь, вот этим нацизмом, блядь. Просто поражаюсь, блядь. Вот это меня, вот, оказывается, реально накаляет, блядь, нацизм. Вот вчера тоже общался, как раз в ТикТоке показывал, я вчера сидел в коридоре, показывал, что за мной там всякие люди живут, там, черные, белые, блядь. В чем проблема, блядь, узкожопых, нахуй, блядь? Вот сейчас к вам приехали африканцы, индусы, блядь, сейчас вас будут ебать, нахуй, они, допустим, да? И в чем ваша проблема ненавидеть других, блядь, наций? В чем ваша проблема? Вот где, блядь, мы, блядь, провинились, блядь? Где мы стали, нахуй, обезьянами для вас, блядь, или что-то в этом роде, блядь? Где мы такими стали? Где, блядь? Вы узкожопые мрази. Как раз напоминаю, блядь, об истории. Что такое шахнаме, знаете? Вот у меня сейчас сосед по хате, короче, этот иранец. Он мне на днях спросил, шахнаме, знаешь, что такое? Я говорю, хуй его знает, что это такое, блядь. И в итоге, короче, это, оказывается, ихний, блядь, там, эпос, можно сказать, литература, память, можно сказать. Короче, это ихняя идентичность. Человек писал его 35 лет, это шахнаме, и оставил иранцам их натуральность, так сказать. По нему они, читая шахнаме, каждому дарится это шахнаме, оказывается, как я понял, и в Таджикистане. Потом я увидел видосик как раз какой-то, вот почему-то само оно приперлось мне в Ютубе. 10 минут, я примерно понял, что это такое. Короче говоря, это такая как бы ихняя идентичность, за которым, блядь, Путин пытается нам втереть, нахуй, нам какую-то ебаную, непонятную российскую идентичность. Нахуй нам российская идентичность нужна, блядь. У нас башкирская, татарская идентичность своя, блядь, есть она уже давно, до вас, блядь. И вот в этой идентичности, точнее в шахнаме, говорится, что иранцы такие-такие, в итоге, короче, и чувак этот дал описание тех времен, там хуй знает, сколько лет назад это написано, блядь, до нашей эры, блядь, или во время нашей эры, хуй его знает, когда написано. 35 лет писал он это. Обычный какой-то чувак писал 35 лет оставить, в первую очередь, письменность ихнюю, во-вторых,
им вот эту ихнюю, блядь, историю. И по нему, получается, они понимают, что они иранцы. Никак нахуй они не русские, блядь. И вы, получается, блядь, нам, блядь, Башкортостану и Татарстану, до этого другим азиатским странам, там, СССР, кто заключался, там, грузины, там, армия, всем пытались втереть, что они русские, да, блядь. Теперь сейчас нашим оставшимся говорите, русский чеченец, русский дагестанец победил там где-то или там что-то, русский дагестанец, блядь. Или там русский башкир, башкирский русский, русский башкирский, ёб твою мать. Я же даже запутался, блядь. Вот эту дичь вы хотите прогнать нам, блядь, как идентично, что ли? После этого какими вы мозгами пытаетесь, блядь, нас, получается, завоевать, блядь? Пока мы есть, блядь, нахуй, наш народ вы не проглотите, нахуй. Заебетесь, блядь, подавитесь, блядь. Проглатывать. Потому что, блядь, мы адекватно мыслящие люди, блядь. Мы знаем свой народ, блядь. Особенно, блядь, в моей крови, вдобавок еще, блядь, есть узбекская кровь. И узбеки, блядь, свою историю, блядь, до сих пор несли и будут нести. Несли и будут нести. Кстати, добавлю еще. На днях мне видео скинули, где-то час чем-то, но я ее боюсь загружать в YouTube, потому что дядя отругает. От сестры пришло с Узбекистана. Дядя ездил, короче, в Коканд искать наших предков в Коканском ханстве. Ездил туда и как бы что я понял, я дохуя не смог просмотреть этот, дохуя надо грузить, блядь, пиздец там. Надо сесть один и посмотреть. Там пару моментов я услышал, что концов он толком не смог найти, как я понял. Может, что-то нашел, не помню, надо посмотреть. И там самое главное, он сказал, что в те времена, когда писали вот эту историю, эти узкожопые, сука, все удалили, блядь. И никто не мог толком писать ничего, все сожгли. Когда, блядь, нахуй, Коканское, блядь, ханство напали, эти, блядь, дашнаки, эти пидорасы узкожопые пришли ломать Туркестан, вы, гондоны, все сжигали. Всю нашу идентичность вы сожгли, ублюдки. Но мы все равно это откопаем, иншаллах. Аллах Та'аля нам даст, где-то осталось что-то нам. Мы так и так знаем. Но более достоверно, чтобы показать на весь мир, кто мы такие, мы вам дадим это. Рано или поздно мы это дадим вам. Поэтому, исходя от этого, вы нас, узбеков, башкир, казахов, таджиков, вы никогда не закопаете. Имейте в виду. Добавлю еще сегодня инфо, тоже услышал, как в Узбекистане, уж зашел речь в Узбекистан, ладно, Коканское ханство, понятно, родственники, то все, поиски. Тут дочь Мирзияева решила оставить, так сказать, наверное, от себя какую-то память или что, если это уже реализуется конкретно, не знаем. Хотят построить в Ташкенте или где-то на какой-то земле Диснейленд. Договорились с американцами, чтобы приехали, построили им Диснейленд с кинематографией, блядь, вот этой вся хуйней, короче. Короче говоря, Узбекистан хотят развить до охуительного образа туризма. Так что, блядь, нахуй, тут вы, блядь, московские лаптоебы, блядь, воюете дальше, блядь, нахуй, а Узбекистан будет просто тихо сбоку, блядь, подыматься. Подыматься он будет, нахуй. И, иншаллах, никто к вам уже ездить не будет, подметать ебучие ваши улицы. Так что имейте в виду, вот вы будете гнить со своими индусами, нахуй, и африканцами, и всякой швалью, нахуй, кого вы там еще притащите, блядь. Вот примерно так, блядь. И это будет крах империи. Крах империи приведет вот это, блядь, все, блядь, ваши, нахуй, вот эти выходки, нахуй, туды-сюды, шахмат, шахмат, и пизда вам всем. Примерно так. И вдобавок мы, как говорится, не спим. Мы рано или поздно возьмем, как говорится, свое и свои земли, и вам там нехуй делать. Вот и все. Идем дальше.
Так, идем дальше. Эти разные. Я так. Спасибо, Узбек, за твою страну. Да. Равшанбек, салам алейкум. Сейчас комментарий чуть-чуть пройдусь, посмотрю. Так, всем. Нет, правильно, Игорь Липсиц. Ага, да, Игорь Липсиц, да. Он четко читает Липсиц как это, финансы. Липсица можно тоже послушать, да. Очень много казахов сейчас воюют в армии. Азов за свободу и независимость Украины. Слава казаху. Бандерасам, героям слава. Да, и очень казахов, я, кстати, насчет этого тоже я в ТикТоке говорил. Повторюсь, 700-1200 людей, короче, выцепили именно, которые воюют против Украины из Казахстана, и как бы их вроде бы будут судить или что, блядь, какая-то хуйня, короче. То ли умерли, блядь, то ли вернулись, то ли вернут, то ли что. Ну, короче, вот такая хрень. Вот, поэтому как бы из Казахстана идут зарабатывать деньги. Вот самая печальная тема. Не говоря там Узбекистан, Таджикистан, Кыргызы там, все там в сборе, короче. Винегрет, короче. Винегрет на войне, блядь, пиздец. Дожили, блядь. Когда ненависть становится политикой, как в России убивать детей мусульман. Ну да, вот как раз об этом тоже опять о мальчике-таджике. И вот тут тоже прикол, блядь, прикол для всех. Так, для тех долбоебов узкожопых, которые не могут понять, блядь, так сказать, своего путинасоса и не могут вообще понять, вообще нахуя вы живете, блядь, без своей страны. СССР напал на Афганистан 25 декабря 1979 года, когда моя сестра родилась, оказывается. Охуеть, блядь. Верный своей миролюбивой внешней политике воевал 10 лет. Охренеть. Во имя мира и социализма уничтожил 20% населения Афганистана. СССР больше и сильнее Афганистана, но в 1989 году СССР войну проиграл и, поджав хвост, бежал из Афганистана. Через 2 года, в 1991-м, СССР развалился. Интересно, да ведь? Теперь добавлю свое. Я один раз наткнулся в Германии, так, по общаге с одним таджиком. Акбаракя его зовут. Такой, блядь, 2-метровый, огромный мужик, короче. Один раз он меня увидел, блин, в каком-то из моих ютубов, блядь. Написал: о, салам, брат, что-то такое. Я увидел его вот здесь в комментариях, блядь. И потерял я его, блядь, пиздец, не заходит. Ну, наверное, в каком-то ютубе он меня увидел и так и вот так вот. И таким, короче, связи нет с ним, со мной. И вот он рассказывал. Он был муджахедом в афганской войне. Хуярил против узкожопых вроде бы. Не знаю, за кого он там топил, короче. Но суть была такая. Когда они воевали, ну, явно, наверное, он топил против узкожопых за Афганистан. И тогда, блядь, говорит, мы не поняли, говорит, как война началась и как она закончилась, говорит, блядь, мы не поняли, говорит, блядь. Вот это он мне, помню, рассказывал. Я говорю, а что за хуйня? Ну, он типа говорит, блядь, мы начали, непонятно, блядь, что делали, блядь, кого защищать, что делали, непонятно, а потом, как она закончилась, тоже не поняли, говорит. Вот он мне это и рассказывал, блядь. Мы сами, говорит, не поняли, мы за кого воевали, блядь. И что мы завоевали, блядь, что мы воевали, блядь. Короче, вот эта вся дичь у него была вот в таком образе, блядь. Он не понял, какого хрена вообще эта война была, прикиньте, блядь. А воевал, блядь, да хуя воевал, блядь, вот в этой ебучей афганской войне, блядь. Муджахедом он был. И ни хрена, говорит, не понял, блядь, за кого мы воевали, блядь. Вот такая хрень была, представляете, блядь? И столько людей сдохло, блядь. Это там 20% они положили. А своих-то сколько они положили? Почему-то об этом не написано, блядь. Написано про афганцев, а про узкожопых не написано. Но там ведь не только узкожопы были. И татары были из Башкортостана. Все были там. И украинцы были.
Все были там. Весь СССР был там, блядь. 15 стран было там, блядь. И узбеки были. Все были там, блядь. Против одного народа, блядь. Почему? Потому что, блядь, Москва ебанутая. Москва сказала, все сделали. Сейчас то же самое, блядь. Москва сказала, блядь, сука, все нации поперлись долбить одну Украину. Охуенно живете, блядь, товарищи. Денис Казанский. Подписка. Да. Что написал? Народный артист РФ Артур Смольянинов. Пусть все российские мамы, когда будут поздравлять своих детей, вспомнят детишек из Украины, для которых Новый год уже никогда не наступит. Вы их освободили от всего. К вам должны вечно приходить их души и спрашивать, за что. Ну, вот этот чувак, оказывается, такую сказал. Тему, так сказать. Тему, блин. Лицо тут знакомое. Актер какой-то, короче. Так, идем дальше. В моей голове родилась эта идея сформировать работу жюри, которое будет пропускать экспертный совет вне зависимости от того, насколько залетел этот бренд, на кто его хочет выпустить. Раньше в России так и было. Вот были люди, они смотрели, так, эта книга не подходит, но не выпустят. В моей голове родилась эта идея сформировать... Прочитай мне эту овцу. Певица Мия Бойко, какая-то овца непонятная, пришла в Госдуму и поделилась гениальной идеей, пришедшей в ее головку, блядь. Она изобрела цензуру. Надо говорить, сделать жюри, которое будет по поводу любой песни, книги, фильма решать, можно их выпускать или нет. Этому безмозглому гламурному созданию всего 28 лет. Во времена советской цензуры ее даже в отдаленных планах не существовало. И однако же создание четко улавливает, что сейчас востребовано, за что власть поглотит, наградит и даст денег. Одно такое создание поет фашистские песни, это хуй, блядь, узкожопый. Второе ставит на поток доносы, третье вот продвигает тотальную цензуру, далеко пойдут. Халуи и нацисты в России, думаю, еще долго и в почете будут. Еще долго именно безмозглые создания будут решать, что россиянам слушать, смотреть и читать. Вот я 100% согласен с этим, добавлю еще. Вот именно вот такие лохопутовки, блядь, вот такие, блядь, суки, морды вышедшие, блядь, как говорится, красотки невъебенные, блядь, нахуй, пропиздошились. Для чего, блядь, нахуй? Чтобы им, блядь, хорошо оплатили, хорошо, блядь, как говорится, в рот за щеку надавали, блядь, и все, и заработали, блядь. Все, кайф, нахуй, блядь. И самое интересное, нахуй, как и везде, блядь, у депутатов, везде, блядь, у всех, нахуй, у них такая тема, блядь. Гадят, нахуй, в России, зарабатывают в России, но отдыхают, нахуй, за границей, блядь. И в то же время, нахуй, блядь, чмырят эту за границу, блядь. Это нахуй, блядь. Лицемерие, блядь. И это ведь еще самое интересное, наш народ тоже знает об этом, блядь. И молчит, блядь. Сколько вы можете молчать, блядь? Башкортлар, татарлар. Зачем вы вообще молчите? Мелнамишина, блядь. Сколько можно терпеть, блядь? Хз, блядь. Позор, блядь. О, началось, блядь. С башни подлетело. В России задержали таджикистанца
за высказывание об убийстве 10-летнего Кабылджона Алиева. Заебись, блядь. Покажем его лицо, если это он. За что? За критику ксенофобии в отдел. В Москве задержали уроженца Таджикистана по обвинению в разжигании национальной розни после его комментариев об убийстве 10-летнего Камылджона Алиева в Подмосковье. Об этом сообщает правозащитный центр «Сова». Задержан 25-летний Саид Назар Хаджимуратов, таксист, предположительно имеющий российское гражданство. В опубликованном в Телеграм видео он резко высказался о нападении 15-летнего подростка с националистскими взглядами на школу в Одинцовском районе 16 декабря, в результате которого был убит 10-летний мусульманин, гражданин Таджикистана. Хаджимурадов раскритиковал главу Александра Бастрыкина, обвинил власти и СМИ в игнорировании ксенофобских преступлений. По его словам, факт того, что русский православный убил мусульманина таджика, был сознательно замолчан, тогда как в обратной ситуации национальность обвиняемого подчеркивалась бы повсеместно. Он заявил, что в России регулярно убивают таджиков, но общество и государство остаются к этому равнодушными. После публикации на него обратили внимание сторонники российских ультраправых движений, включая подписчиков телеграм-канала «Многонационал». Они начали писать жалобы в Следственный комитет, после чего Хаджимуратова задержали. В центре «Сова» подчеркнули, что в его словах нет призыва к насилию или разжиганию вражды, и заявили об отсутствии оснований для уголовного преследования. Заебись жизнь. Живем, блядь. Кайф, нахуй, блядь. Просто кайф, блядь. Прям, я не знаю. От того, что, блядь, просто, ну, я не знаю, блядь, нахуй. Как это можно сказать, нахуй. Как правильно высказаться, даже не знаю, блядь. После этого, блядь, кому-то вы, блядь, хотите доказать, что, блядь, нахуй, нету нацизма, блядь. Блядь, нахуй. Ну, вообще, блядь, шизанутые, блядь. Вы, получается, блядь, убиваете чужого ребенка, блядь, из чужой страны, блядь. Потом, нахуй, задерживаете чувака, который говорит, блядь, что вы пидорасы. Охуительная, блядь, жизнь, да, ведь, блядь. Тут, нахуй, Путин, нахуй, вроде бы, как бы, что-то пиздит там, какие-то, как мне отправили видео, блядь, извиняется, блядь, перед, блядь, имам Али Рахмоном, блядь, как будто бы, типа, мы накажем его, блядь. Как вы накажете 15-летнего, блядь? На кол посадите? Или как? Как вы накажете 15-летнего, нахуй, блядь, а? Который зарезал 10-летнего, блядь. Как вы собираетесь его наказывать, блядь? Хуей, блядь, нахуй. День разгрома Наполеона предложили учредить в России. Авторы инициативы хотят законодательно закрепить 26 декабря как новый день воинской славы. Официальное обращение уже направило Володина. Какие-то полумеры предлагают в Госдуме. А как же разгром с скифами Мидии? А разгром с арматами скифов? Дичь какая-то, нахуй. А знаете почему? Потому что, блядь, Франция что-то услышал я, блядь, хуй положила на Россию, блядь. Вот и все, блядь. Поэтому, блядь, Россия решила, блядь, напомнить, типа, она же Наполеона победила, блядь. А Наполеона-то кто победил-то, блядь? Как вы думаете, блядь? А? А я вам напомню. Как раз я говорил об этом или нет? Я в каком-то эфире должен был говорить об этом. Еще раз напомню. Недавно мне отправили один видос, ну, так сказать, ВКонтакте, фото с смс-кой, со всей хуйней. Здесь, блядь, найду, постараюсь найти, откуда оно прилетело. Мне сейчас найдем. Покажу. Здесь есть, короче говоря, статуя. Сейчас покажу. Вот. Статуя, которой даже Салавата Юлаева убрали в Уфе, а здесь есть статуя зато, блядь. Охуеть. Просто охуеть. Блядь. Открыть невозможно. Покажу так. Без открывания. Попробую показать. Блядь. Не знаю, смогу вот так удержать. Вот. Сейчас, секунду. Вот статуя. Ну, чуть-чуть хуёво видно, да? Короче, вот статуя, да? Прочитаем оглавление.
в Нидерландах обнаружили памятник башкирскому воину. А какому воину? А воину, я вам скажу, дальше уже в контакт надо заходить, не могу зайти в контакт. Северные Амуры. Северные Амуры – это башкортлар и казахи, которые загнали, бля, французские войска до Парижа. И плюс там написано здесь, как они приехали тоже в Нидерланды, прискакали в Нидерланды, и Нидерланды освободили от французского нашествия. Спасли нидерландский народ. Понимаете? Нихуя там не сказано, что это нахуй узкожопые. Там, блядь, на коне сидит не узкожопый. Явно сидит башкир или казах. Понимаете смысл какой? В те времена уже против Наполеона шли наши. Вчера только говорил, на финской войне тоже были наши. На японской войне тоже были наши, блядь. Везде. Везде узкожопые строят хуйню какую-то, и получается, блядь, они строят эту хуйню, и получается вот такая херня. Вот так вот. Везде, как говорится, идет такая дичь. Hey friend. Салам алейкум. Salam. Good? Alhamdulillah, Khubi. Yeah, нормально. Alhamdulillah. У меня сосед пришел по общаге. Короче, будем, наверное, здесь заканчивать сегодня эфир. На этой теме пока остановимся. Но темы очень много. Вот. Поэтому как бы... Афган богат редкоземельными ресурсами, вышла Россия и ЮСА, а зайти может Китай. Ну да, может зайти. Короче, будем тогда заканчивать, потому что при человеке невозможно спокойно себя вести. Или можно в коридор выйти, конечно. Но уже смотрю, оказывается, блядь, в час ночи. Тогда будем лучше отбиваться. Короче, потом поговорим. Вот такие дела. Как раз я говорил про его книжку, короче, про их книжку. Вот этот чувак и пришел. Вот так вот. Другого варианта нету. Короче, будем закругляться. Ну, примерно 1,5 часа я с вами побыл. Где как бы вот так вот. Завтра уже понедельник. Вроде бы рабочий день должен быть. Вот так вот. Так что на связи, будем выходить. Давайте, счастливо. Да, Рахмат, всем спокойной ночи. Потом пообщаемся, ну, уже будем знать, чувак, если приходит домой, значит, в комнате я не буду делать, а в коридоре я буду делать. Можно будет часами сидеть. Как раз и проверю, сколько сейчас за 1,5 часа сожрало интернета. Надо мне проверить интернет, потому что Wi-Fi, видите, херово не ловит, не открывает YouTube, открывает только сим-карта. Вот так вот. Ну, все, давайте, Исансо, чуть-чуть провели эфир. Сейчас я его напишу, туда-сюда отмечу, загружу. Примерно так будет. Спокойной ночи. И у вас уже время 5 вроде бы у вас в Башкортостане. Давайте, Исансо, на связи.